У меня первый вопрос к Алексею, который находится в Кабуле. Вот скажите, пожалуйста, в последнее время участились взрывы, весеннее обострение в Афганистане. Это Талибан, это ИГИЛ или какие-то другие группировки, о которых мы не знаем? И чем все это вызвано? Ну, на самом деле ничего неожиданного в текущих событиях нету. Действительно, в Кабуле произошел, возможно, самый крупный и масштабный теракт в столице за последние годы. 12 апреля талибы провозгласили начало ежегодной, так называемой весенней наступательной операции под названием «Умари». Это совершенно официальный акт, он был ожидаем, было понятно, что это произойдет, потому что попытки правительства национального единства Афганистана вместе с Соединенными Штатами, Китаем и Пакистаном начать прямые переговоры между Кабулом и Талибом не увенчались успехом. Ну, а вот то, что происходит на границе с Центральной Азией, то, что нас напрямую волнует, обострение на таджикско-афганской, на туркмено-афганской границе, это тоже весеннее обострение, связанное со срывом переговоров, или это что-то другое? Ну, честно говоря, сама эта формулировка «весеннее наступление», оно достаточно условно, потому что интенсивность столкновений за зиму серьезно не понижалась. На самом деле стычки, перестрелки, иногда потери дорог и населенных пунктов и их взятие национальной армии, они и зимой происходили, особенно на севере. У меня вопрос к Фархаду Талипову. Ухудшение ситуации на границе ведь заставило нервничать страны Центральной Азии. Мы видели, что в этом году уже несколько было военных учений российско-таджикских. Вот сейчас вот ДКБ тренируется в Таджикистане. Туркменские силы безопасности приведены в полную боевую готовность. Видимо, они ожидают чего-то большего, эти страны? Ну, я, может быть, как раз и продолжу ту логику рассуждения, которую начал Алексей. Это действительно, в общем-то, уже привычное явление для нас. Периодически подобные обострения или напряжения происходят и на границе, центральноазиатской границы, и, собственно, на территории Афганистана. Это такие спорадические нарушения порядка, спорадические обострения ситуации, в том числе и реакция со стороны Центральной Азии аналогична. Она, в общем-то, тоже не какая-то... Но ведь раньше, если говорили о Талибан, то сейчас все больше говорят об иностранных наемников, то ли в рядах Талибан, то ли так называемое исламское движение Узбекистана или Туркестана, которое объявило своей лояльности к ИГИЛу. То есть, видимо, степень опасности повысилась, насколько я поняла, и к этому готовятся страны Центральной Азии. Что касается величины или, скажем так, масштабов угрозы, я бы, например, сравнил ситуацию сегодняшнюю и вот то, что иногда периодически происходит в Афганистане с точки зрения обострений и так далее, с 2001 годом, когда произошли события, известные события 9/11. В те годы, с конца 90-х или с середины 90-х, вплоть до 2001 года в Афганистане эта организация «Талибан» просто находилась у власти. Она правила этой страной. И тогда и произошли события 9/11. Я бы назвал тот период как раз-таки наивысшим уровнем угрозы, которая исходила с территории Афганистана. Вот у меня вопрос теперь к Алексею. Ну хорошо, после 2001 года была война в Афганистане, международная коалиция, там были иностранные войска, сейчас практически все ушли, и все передано в руки афганской армии, которая явно не справляется с угрозой, потому что взрывы, потому что перестрелки, сообщается о очень многих потерях, а с афганской армией кто-то им может помочь? Ну, вы понимаете, во-первых, надо сказать, что международная коалиция не ушла, а поменяла мандат своего присутствия. В стране до сих пор присутствует 13 тысяч солдат международной коалиции под другим мандатом, в первую очередь позволяющий поддержку, консультирование и в случаях экстренной угрозы, несколько дней назад начались бои вокруг Кундуза, и американцы уже сейчас наносят воздушные удары. Эта статья, так называемая «In Extremis», позволяет контингенту Resolute Support, миссии, которая последовала после ISAF, оказывать прямую военную поддержку в случае угрозы крупным населенным пунктам, столицам провинции. То есть Афганистан не находится на грани какого-то полного хаоса или коллапса. Проблема заключается скорее в том, что на данный момент на поле боевых действий победа не может быть одержана ни талибами и другими группировками, ни правительственными войсками. Но они вроде не собираются возвращаться в политический диалог, если переговоры сорвались, и они объявили новую кампанию. На данный момент нет никакого резона полагать, что до конца лета, до зимы будут какие-то подвижки в рамках мирного переговора.